Всем доброго дня, друзья! Мы вернулись к нашему дренажу. Короче, вот была здесь труба. На прошлом видео или где-то я показывал. Короче, она оказалась серая и для улицы, говорят, непригодная. Мы купили новую. Вот эту рыжую трубу сантехническую. На 8 метров по 2 штуки. И еще утеплитель там из пенопласта. Сейчас покажу потом. И это все мы будем складывать заново. Утеплять. Гидроизоляцию придется чем-нибудь завернуть пленочкой. Вот так примерно будем утеплять. Вот такой ППУ из пенопласта там, но он тверже как-то пропитан, что ли. Вот так будем утеплять нашу трубу. Думаю, она будет... Это уже не замерзнет навряд ли. Думаю, это будет надежнее, и, потому что у нас близко проходит, так ведь, глубже никак не получается. Угол потом не получается у нас, если глубже будем копать. И вот решили этот утеплитель купить. Стоит он не дешево, так сказать, очень дорого. На 8 метров получилось 4000. Это чисто утеплитель, труба отдельно. И хочу сказать спасибо подписчице, что донатом помогла. Вот на эти деньги я и купил вот этот утеплитель. Так, примерили без утеплителя вот этот старый колодец, вон там покрышка. Вот. Этот угол подходил без утеплителя. Надо нам соединиться вот сюда. Как бы вон с дома труба выходит. А с утеплителем вот этот прорезь, что отрезали пилой, вот прямо в центре кадра, не влезает сантиметров 5. И надо нам сейчас пилой отрезать этот опять кусок по ширине и по глубине где-то сантиметров 5. Вот чтобы вот этот утеплитель, видишь, он широкий. Мы когда пилили первый раз, вот здесь первый раз эту покрышку, не рассчитали, не знали вообще про этот утеплитель, даже если честно, я вообще не знал. Увидел в интернете случайно и решили все-таки использовать. Ну вот, расширили наш для трубы место, чтобы уже с утеплителем влезть. Вроде нормально стало. Вставляем предварительно трубу без утеплителя. Там сюда. И да, так и сделай. Так, 6 метров нам не хватает. 8 надо давать. Ну-ка примерно поставь там, чтобы ровненько было. И потом отрежем кусок. Синмачки.
Не матюгайся. Леша, не матюгайся. Вот смотри, там изгиб где делает, труба-то сделает изгиб, а утеплитель он не сделает изгиб. Может только если чуть-чуть. Не, миян лону коло туда, миян кучтасы коло мирает немножко идти. Рулетка ты бошь, просто мирает кучить. Да, эту отрезать надо потом. Длину, потому что без этого не можем выставиться. Так, отмерили длину, вроде правильная длина у нас потом. И Попробуем ножовкой. сейчас с ножовкой у нас большие Если инструменты. получится, чем-нибудь другим. Да, ножовка. Ножовка это как масло возьмет с пластика. Реже. Все нормально. По прогнозу, Леша, дожди надвигаются. Нам надо этот проект закончить. Нет, Приступили к монтажу. Ну, Немножко прожурить твои один отрезок уже соединили. Вместо клея используем эту пену монтажную. Это севера потеряны. Да. Не знаю, я видел где-то в интернете, да, тоже монтажной пеной пользовались. Вот так. Один отрезок там уже готовый. Это второй. И пойдем дальше вот так. Вот такая труба устраивается, друзья. Вот начало там. И вот такой утеплитель. Из ППО утеплитель скорлупа называется. Вот, стык сейчас разрез вот такой. Я думаю, он поможет, чтобы это самое зимой не замерзло сток. Вот так он складывается. Потом швы будем обрабатывать и все. Так, наша труба готова. И утеплитель установлен. И еще накрыли вот так изоспаном гидро. Там немножко не хватило изоспана, там пленку просто завернули. Скотчем намотали. Вот такая получилась труба, не хилая труба. Вот это да. Сейчас будем устанавливать. Сейчас будем устанавливать эту трубу. Вон, мужики взяли. И сюда на место будем ложить. Чуть-чуть не доработали. Не, сейчас нормально. Ну что, все, труба на месте, все соединения сделаны. Будем закапывать, что потом. Все, приступили к закопке нашего трубопровода. Леша, сейчас дядя Миша с этой стороны будет закапывать уже сам колодец. Вот. Решил показаться в кадре, друзья. Все-таки видео без, так сказать, чтобы интереснее же было, что я тут не просто голос озвучкой, а здесь тоже сижу, смотрю, как работают мужики. Дядя Миша, он улыбается. Ну, вообще, да, дядя Миша пришел, просто там он принес пену, да что, да, и нашли ему работу и работает. Не отпустили, короче, обратно. Вот.
Дяде Муше тоже покажу в кадре, что работает человек. Пришел в гости и говорит, не уйду, Только не сделай. пока я не сделаю. Эту яму закопать, траншею закопать. И основные дела уже там. Все. Привет скажи всем. Нічого не скажу. Ничего не скажу. Всем привет от дяди Миши. Gute mit der Bird. Алексей уже делает щит. Щит такой из досок, чтобы закрыть вон, ну как типа крышу сделать. Я старую яму засыпать не буду. Вдруг там зимой авария, что ли, и чтобы это самое замерзнет там, чтобы раз отсоединил быстренько и использовать старую яму. Все. Финальная стадия закрытия вот этой старой ямы. Мы яму не закопали. На всякий случай оставили. Так, если этот понадобится вытащить, это вместе с щит вытащится, давай. Да? Щит раз, вытащить. Еще. Оставили яму, знаете почему? Потому что, а вдруг замерзнет зимой. А? Раз отсоединил там и на вторую яму переключился. А если зимой еще гладко пройдет, вот этот новый утеплитель, то на следующий год эту яму полностью засыплю. Леша делает люк для самой ямы. Ой, вернее, крышку люка. Крышку люка. Крышку люка, чтобы закрыть. Ну-ка покажи, какой кругляшка получилась у нас. Вот такой люк. Прямо на покрышку будем ложить и все. Класть или ложить. Пару слов буквально, как будет утепляться этот люк. Вот там на уровне второго колеса мы поставили реечки, ну доски. И туда будем класть на зиму утеплитель и закрывать вот этим люком сверху. И все, без проблем. И сверху еще от дождя поставим шифер. Ну давай, закрывай, Леха, финальный твой аккорд. Вот такой люк удерживает. Ну-ка вот для прочности покажем, чтобы он надежный, чтобы никто уже там, никакой человек не упал. Вот, ну, попробуй его, ну-ка, ногами. О! Видишь, прыгает человек, ничего, все нормально, люк держит. И еще закроем шифером потом вот этим. И будет все окей. А на зиму туда еще утеплитель между двумя вот этим поставим баллонами. Будет все. Наклон уже изначально мы так сделали, что шифер, вон видите, наклонен. И все. Ну все, друзья, заканчиваю эпопею с септиком. Получилось все шикарно.
Ну, надеюсь, что шикарно. Вот такой утеплитель выслали. Ой, не выслали, купили вернее. Нашли в Сыктывкаре. Вернее, я увидел его в интернете. И потом уже начали искать в Сыктывкаре, нигде, очень долго искали, но как-то, ну вот, нашли. Я думаю, он вот, потому что у нас не глубоко залегла труба эта, и он, думаю, этот поможет. Вот так стыкуется, четко все. Вот. За этот утеплитель хочу спасибо сказать моей подписчице, она знает, за донат. На эти деньги, что она выслала мне, вот я купил. Как раз очень пригодились эти деньги. Вот так, спасибо. Ну и все. Закончу это видео. Всем спасибо, кто смотрел. Может, кто-то там советы даст. Всегда буду прислушиваться. Может, что-то посоветуете. Я пока еще не зима, пока это все не замерзло, пока это еще все не засыпано снегом, может, что-то и успею еще переделать. Вот так. Спасибо моим помощникам, кто помогал. Ну и все, закончил. Всем пока, до новых видео на нашем канале. Смотрите, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, друзья!